Здравствуйте! Вы смотрите «Дорожный патруль» на башкирском спутниковом телевидении. Сегодня в выпуске. В Мишкинском районе в ДТП погибли две женщины. В Уфимском районе в результате опрокидывания транспортного средства оборвалась жизнь молодой женщины. В Хайбулинском районе также в результате опрокидывания автомобиля погиб водитель. Пьяные водители. Женщины редких профессий, как и госавтоинспекторы. Это и многое другое смотрите прямо сейчас. В Мишкинском районе погибли две женщины, которые возвращались домой в деревню Сосновка после посещения МФЦ в районном центре, а пострадавшие со второго автомобиля направлялись на похороны бабушки. На 24-м километре автодороги Бирск-Тастуба-Сатка столкнулись встречные автомобили «Лада Веста» и ВАЗ-2110. По информации пресс-службы Республиканской госавтоинспекции, в результате дорожно-транспортного происшествия 28-летняя девушка, находившаяся за рулем ВАЗа, и ее 35-летняя пассажирка от полученных травм скончались на месте. 42-летнему водителю «Лады» и его 38-летней пассажирке потребовалась медицинская помощь. И в Уфимском районе в результате опрокидывания транспортного средства с последующим наездом на дерево оборвалась жизнь молодой женщины. На 3-м километре автодороги Булгакова-Фомичева 29-летний житель Кармаскалинского района за рулем автомобиля ВАЗ-2107 не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим наездом на дерево. В результате ДТП 31-летняя пассажирка от полученных травм скончалась на месте происшествия. Водитель, а также две пассажирки в возрасте 18 и 20 лет с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу. В Хайбулинском районе также в результате опрокидывания транспортного средства погиб водитель. На 45-м километре автодороги Юлдыбай-Акьяр-Сара 35-летний местный житель за рулем автомобиля ВАЗ-2110 не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. По информации ГИБДД Республики Башкортостан, в результате ДТП водитель от полученных травм скончался до приезда скорой медицинской помощи. Его 34-летний пассажир с травмами различной степени тяжести был доставлен в больницу. В Кугарчинском районе произошло опрокидывание автомобиля, в этот раз с последующим наездом на электроопору. Пострадал сын водителя. На 5-м километре автодороги Худайбердина-Валитова-Юмагузина 50-летний местный житель за рулем автомобиля ВАЗ-2112 не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим наездом на электроопору. В результате ДТП 28-летний пассажир с различными травмами был доставлен в больницу. В Белебее в дорожной аварии с участием большегрузного автомобиля пострадала пенсионерка. На шоссе Нефтяников столкнулись встречные автомобили ВАЗ-2107 под управлением 70-летнего местного жителя и грузовой КАМАЗ, за рулем которого находился 64-летний житель города Октябрьский. В результате ДТП 71-летняя пассажирка ВАЗа была доставлена в больницу. А в Туймазинском районе в ДТП по вине водителя без прав молодые люди получили травмы. В селе Нижнетроицкий 20-летний местный житель за рулем автомобиля ВАЗ-2114 не справился с управлением и допустил наезд на электроопору. В результате ДТП водитель и его 19-летний пассажир с различными травмами были доставлены в больницу. Управление транспортным средством в нетрезвом состоянии является одним из грубейших нарушений ПДД, порой ведущих к трагическим последствиям. Не стоит забывать, что, находясь за рулем в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения, вы подвергаете опасности не только свою жизнь, но и жизни других участников дорожного движения. Так, в ДТП по вине нетрезвого водителя без прав, зарегистрированном в Мелеузе, пострадали сразу 3 пассажира. На улице Доковская 22-летний местный житель за рулем автомобиля Peugeot 308 допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате аварии 3 пассажира, 2 женщины в возрасте 31 и 35 лет, а также 31-летний мужчина с травмами были доставлены в больницу. Известно, что водитель управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. К тому же не имел права управления транспортом соответствующей категории. И в Караидельском районе зарегистрировано ДТП с участием автомобиля под управлением нетрезвого водителя. На 72-м километре автодороги Бирск-Тастуба-Сатка столкнулись встречные автомобили Mazda-3 под управлением 37-летнего местного жителя и Renault Sandero, за рулем которого находился 63-летний житель Бирска. В результате аварии водитель Renault с травмами был доставлен в больницу. Известно, что водитель Mazda за рулем находился в состоянии алкогольного опьянения.
Госавтоинспекция Республики Башкортостан систематически проводит профилактические мероприятия, задача которых выявление и исключение из транспортного потока нетрезвых водителей. Такие меры реагирования необходимы для поддержания порядка на автодорогах и обеспечения безопасности дорожного движения. В Башкортостане прошел республиканский конкурс слета юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2022», который является главным событием в деятельности отрядов ЮИД. Во время мероприятия школьники демонстрировали свои знания правил дорожной безопасности, навыки фигурного вождения велосипеда и оказания первой помощи пострадавшим ДТП, а также сценическое творческое выступление. Всего программа «Безопасного колеса» предусматривала 6 этапов по различным направлениям в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Помимо соревнований, для участников была организована и развлекательная программа, в ходе которой с детьми работали аниматоры. А также можно было увидеть демонстрацию техники госавтоинспекции, МЧС и других экстренных служб. А выездной киномобиль порадовал ребят показом фильма. Все получили памятные подарки и призы. По итогам конкурса победителями вновь стали юные инспекторы движения из Ишимбайского района. Инспектором ГИБДД могут быть не только мужчины, но и женщины. Как правило, их называют женщинами редких профессий. Несмотря на внешнюю хрупкость, они очень даже сильные люди. Одной из таких является инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД МВД России по городу Кумертау Римма Маратовна Газизова, которая является единственной девушкой в мужском коллективе своего отделения. Римма Маратовна приступила к своим обязанностям 5 лет назад, окончив Уфимский юридический институт МВД. Еще в детстве родители отмечали боевой характер Риммы, и когда она предпочла юридический институт, просто смирились с выбором. Девушка всегда хотела приходить на помощь людям, теперь помогать и спасать – две ее главные задачи. На вопрос, почему было выбрано далеко не женское направление в юриспруденции ГИБДД, Римма ответила: «Очень много детей страдают в дорожных происшествиях, я хочу их предостеречь». Ее работа в большей степени связана с детьми. Школьники и студенты города хорошо знают инспектора по пропаганде безопасности дорожного движения. Массовые акции и флешмобы, направленные на изучение ПДД и соблюдение безопасности на дороге – это заслуга Риммы Маратовны. Режим службы у инспекторов ГИБДД не нормирован. В любой момент может случиться ДТП с участием детей. И Римму могут вызвать даже ночью. Но несмотря ни на что, свою работу старший лейтенант Газизова очень любит и дорожит ею. А инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД МВД России по Туймазинскому району Алсу Халиуллина уже 18 лет отслужила в этой должности и ничуть не очерствела душой. Каждое ДТП она переживает как личное упущение и трагедию. Как признается Алсу Фаритовна, тяжелее всего общаться с родителями погибших или травмированных в ДТП детей. Чтобы было меньше несчастных случаев на дороге, инспектор Халиуллина занимается профилактикой ДТП как со взрослыми, так и с самыми юными участниками дорожного движения, как дошколята. Алсу Фаритовну знают в каждом детском саду Туймазинского района. Беседуя с ребятишками, она обучает их правилам дорожного движения в игровой форме. С ребятами постарше капитан полиции Алсу Халиуллина проводит конкурсы и акции, во время которых дети раздают водителям памятки и рисунки, призывающие быть бдительными на дорогах. Алсу Фаритовна также занимается подготовкой юных инспекторов дорожного движения к республиканским конкурсам, в которых ее подопечные не раз становились призерами. Ежедневные сводки пестрят статистикой угонов автомобилей. Так, в Стерлитамаке с заявлением об угоне обратился 64-летний местный житель, который сообщил о том, что с гаража его дома угнали автомобиль «Лада Гранта». Сотрудниками ОГИБДД УМВД России по городу Стерлитамак в ходе разыскных мероприятий на улице Халтурина был обнаружен разыскиваемый автомобиль. Позже на улице Казина задержан и предполагаемый угонщик автомобиля – 37-летний местный житель, у которого при себе находились документы на транспортные средства и водительское удостоверение заявителя. Всего в республике с начала этого года угнано 42 транспортных средства, из которых 33 найдено сотрудниками Республиканской госавтоинспекции. 9 находятся еще в розыске. Над поиском этих автомашин занимаются не только сотрудники ГИБДД, но и другие подразделения внутренних дел. Всю жизнь я действовал по правилам.
встречать опасность лицом к лицу. В этом ролике моделируются различные дорожные ситуации и показывается правильная модель поведения в каждой из них. Пересечение проезжей части по пешеходному переходу, следование сигналам светофора, движение вдоль обочины навстречу транспортному потоку, использование световозвращающих элементов в темное время суток. Мы очень желаем, чтобы эти советы легли в основу поведения пешеходов и сохранили чью-то жизнь и здоровье. Ежедневно на совещаниях с руководителями территориальных отделений ГИБДД и командирами строевых подразделений главный государственный автоинспектор Республики Башкортостан Владимир Севастьянов отдельно обращает внимание на культурное, вежливое обращение с гражданами и оказанию помощи участникам дорожного движения. Например, в Балтачевском районе был случай. На 35-м километре автодороги Бураево-Старобалтачево-Куйда при несении службы инспекторы ГИБДД заметили остановившийся на обочине тягач «Мерседес-Бенц», позади которого стоял знак аварийной остановки. Оказалось, что у грузовика лопнуло колесо. Самостоятельно заменить водитель не мог. Сотрудники полиции Шарипов Рустам, Шаймиев Радик и Хизяпов Динар быстро приняли меры безопасности, чтобы стоящий грузовик не спровоцировал ДТП, а затем помогли заменить колесо. Водитель большегруза поблагодарил сотрудников госавтоинспекции за помощь и продолжил свой путь. Первая автошкола. Обучение на категории А, Б и БЕ. Надежно, с гарантией вашей безопасности. Звоните 293 4606, код города 347. Чувствовать себя комфортно в своем доме и быть окруженным красотой. Не это ли главное желание человека? Предлагаем вашему вниманию Завидово Вилледж. Экологически чистый поселок недалеко от Уфы. Завидово Вилледж. Настоящая магия жизни на природе. Телефон для справок 294 308. Код города 347. Присылайте свои видео на наш телеграм-канал Дорпатруль Уфа, в нашу группу ВКонтакте, на наш номер WhatsApp 8 927 350 63 94. Вы смотрели «Дорожный патруль Уфа». Будьте предельно внимательными на дорогах, берегите себя.